Добрый день, уважаемые подписчики канала Красный Коннект. Всем привет, точнее лучше сказать, потому что вдруг вы вечером смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. А сегодня мы говорим о реформе муниципального самоуправления. И у нас в студии обворожительная Ирина Павловна, секретарь нашего рискома. Здравствуйте, Ирина Павловна. Добрый день, вечер. Или вечер. Да. Слушайте, расскажите, пожалуйста, нам о сути этого закона, что он меняет и какие изменения он приносит. Мы сейчас поведаем нашим уважаемым подписчикам и зрителям. Ну, во-первых, здравствуйте еще раз. Давайте сразу определимся, Андрей Андреевич, что мы будем говорить непосредственно о Республике Саха-Якутия. Да, замечательно. Идет? И не в общих чертах, а на каких-то... Сразу видно профессионал. Да. Сужение темы. Нет, сужение темы происходит потому, что, во-первых, республика, конечно, наша не единственная вот такая красивая, климатически, будем так говорить, ну, обездоленная, да, с нашими морозами и другими природными перипетиями. Но она у нас особенная. Поэтому разговор должен идти как раз именно в этом ракурсе, именно сегодня о республике. О республике. Расскажите, пожалуйста, вот в чем суть конкретно закона? Что там меняется, скажем, в постановительной части? Что теперь муниципальная власть, так сказать? Что такое муниципальная власть? Ну, вообще, испокон, я имею в виду, с момента принятия 131 закона об основных принципах муниципального управления в Российской Федерации, муниципальное самоуправление это было решение самого народа, да, как бы самоуправляться, то есть вести свою хозяйственную деятельность. Поэтому, если мы говорим сегодня о законе, вернее о проекте этого закона, то здесь у нас немножечко другая стезя. Вроде бы как определение муниципального образования осталось то же самое, но в соответствии с последующими нормами, которые у нас вот повергают вглубь данного проекта, они все-таки говорят о том, что народ не единственный, кто будет определять свою территорию. Все-таки это могут быть и органы местного самоуправления, которые могут принять решение там, объединиться с другими там, районами или другими территориями. Это могут быть органы субъекта Российской Федерации, то есть непосредственно Республики Саха-Якутия. И это могут быть принятые акты на федеральном уровне. Поэтому мы здесь говорим о том, что есть как бы признаки того, что, в общем-то, вполне реально может возникнуть ситуация, когда народ, в общем-то, и не спросят, хотят они оставаться наследом или районом, не хотят они оставаться, да, то есть сверху примется закон и будет произведена реорганизация некоторых территорий. Это идет не как инициатива, как раньше, вот мы вам предлагаем, это уже идет теперь, скажем, в таком директивном порядке, мы приняли решение и выполнять. Но мы же можем, да, предполагать, что народ может не согласиться. Конечно, вот есть два наследия, и они хотят все-таки остаться автономными, да, друг от друга. Но, в принципе, это можно будет сделать сверху. В принципе, можно будет сделать сверху, то есть да, решением вышестоящего органа. Ну, так, Ирина Павловна, а каким образом народ может этому, скажем так, противостоять, выразить свое мнение сельским сходом, выборами, референдумом или, может быть, какой-нибудь там... Ну, понятие референдума осталось, конечно, но вот мы и говорим о том, что вот эта двоякость, да, которая предопределяется данным проектом, она, в принципе, и мешает народу как бы самостоятельно и в единственном лице определять свою судьбу. Скажите, а приоритет там не обозначен, то есть в этой двоякости? Вот нет, какой? Нет, он не обозначен. Здесь или. Да. Так, ладно, перейдемте тогда, наверное, к структуре муниципального самоуправления. Ну, структура здесь подразумевается, конечно, очень интересная, с одной стороны, но мы здесь говорим о том, что по данному проекту у нас система муниципальных органов власти, она становится одноуровневой. То есть на сегодняшний день мы видим перспективу о том, что сегодня, если есть на слегах депутаты, то их, в принципе, скорее всего, не останется. Но здесь другой разговор еще очень интересный. У нас на сегодняшний день на территории республики, как бы, ну, пусть немного, но присутствует
национально-традиционный характер, да, обозначение административных Ну, единиц да, есть, но и есть, допустим, наслега или районы, которые являются национальными, то Да. есть у них есть статус национальный, там, Ну, наслег, Рено-Бытантайский, да, например. районы Рено-Бытантайский, национальный Да. он идет, да, у них традиционные там и органы представительной власти, они называются по-своему, да, в отличие, допустим, от других. Ну, я насколько административных. помню, там еще сходы действуют. Нет, сходы у нас по старому 131, ну по старому теперь я уже говорю, по 131 закону сходы существовали в населенных пунктах, где население не Меньше превышало, 50, нет, 100, 100 не человек. превышало 100 Но человек. это останется, например, у коренных народов. Ну, вот мы еще поговорим, когда будем говорить про старость. Хорошо. А вот теперь, когда мы говорим про национальные вот эти вот районы, про национальные наследия, о них, кстати, немало. Если посмотреть административное деление, там их достаточно прилично, да? И поэтому получается так, что... А они-то как будут, их судьба как будет решена? Ну, район, ладно, район не тронут, я понимаю, а наслега? Вот будут люди, которые скажут, это наш национальный наслед, и почему мы должны объединяться в какой-то городской округ, да, и так далее. А статус не этот самый, там нет статуса, не оставляют национальный наслед, там особых каких-то положений. Здесь ничего по поводу вот национальных признаков, национальных традиций, но есть только вот эти национальные традиции здесь употребляются только тогда, когда говорят о символике муниципального образования, А когда вот, говорят еще раз о перебью. названиях и так А далее. вот в Конституции же было, что может быть национальное, вот это вот все. То есть с этим связанные поправки не вносились пока в этот закон? Проект, точнее. Я в Конституции не помню, чтобы были был упор на национальные какие-то окрасы. Единственная статья в Конституции Российской Федерации это язык, образование на национальном языке и традиции были отданы. Ну, какая-то часть здесь есть, ее можно, ну, как бы просмотреть, но это под микроскопом. Понятно. То есть под этот закон потом нужно будет поменять другие законы в том числе. Однозначно, их будет очень много. И в первую очередь, если мы говорим о перестройке вот этой системы органов муниципальных образований, то здесь будет, ну, я думаю, что в большей степени пересмотрен 67-й закон о выборах, да, об основных правах граждан Российской Федерации на выборы, будут пересмотрены соответственно и наши избирательные законодательства, это и о выборах депутатов, и о выборах муниципальных, и о выборах главы и так далее. Но главы, наверное, это, может быть, не коснется, хотя, в принципе, в перспективе... Почему нет? Вот перебью, извините, Ирина Павловна, вот момент же был, то, что для того, чтобы выдвинуть кандидата на главу, нужно собрать подписи от муниципальных депутатов, товарищи. Нет, ну это было, но сейчас просто эта норма уменьшится. Уменьшится. Да, уменьшится. Но здесь тоже палка о двух концах, видите? Если, допустим, партия, ну мы, да, коммунистическая партия, собирали в основном подписи своих депутатов, да, хотя у нас их немного, но у нас их на сегодняшний день и в наслегах, и в районах у нас 205 депутатов. А на главу норма была 272 подписи. Но, соответственно, где-то еще какие-то депутаты, самовыдвиженцы все равно наши подписи под нами ставили, да, в наших подписных листах. Сегодня просто эта норма, я думаю, уменьшится. Уменьшится, да? Ну, я так думаю, потому что если у нас. Ну, и опять же, 5 представительство уменьшится, скажем так, если норма меньше, то большинство, скажем так, ну, правящая партия постарается обязательно своего выдвинуть. Естественно. Ну вот представьте, если реформа пройдет, у нас фактически наследного уровня депутатов не будет. Если сегодня у нас около 5000 депутатов различного уровня, да, начиная с наследных и заканчивая депутатами, народными депутатами Ултумена, их около 5000, то получается, что где-то около 3000 депутатов наследного уровня мы потеряем. У нас останется представительный вот этот вот объем, у нас останется 1500-2000 депутатов. Но это приблизительно, это не точная цифра. Следующий вопрос. Территории общественного самоуправления, ТОСы, так называемые. Что это, с чем это едят и чем это нам чревато? Ну, я думаю, что это ничем не чревато. Это вот сразу на минус, да. А с другой стороны, я сама не могу понять вообще роль вот таких вот территориальных
самоуправления, вот такого территориального самоуправления. Дело в том, что вот эта территория самоуправления, которая называется ТОСами, она распространяется на различные территории. И в законе, в проекте закона указано о том, что это могут быть жильцы подъезда, которые могут самоорганизоваться в ТОС, это могут быть многоквартирного дома, это могут быть жильцы просто многоквартирного дома, это могут быть жильцы нескольких и так далее, и так далее, и так далее. Я смысла в этом не вижу, потому что в соответствии с гражданским законодательством, жилищным кодексом у нас существует ТСЖ, которые занимаются, теми же самыми проблемами, которыми, в принципе, будет заниматься и вот... Возможно ли, что ТСЖ тогда отменят или что, или как? Нет, я говорю, вот само понимание вот это ТОС, То есть это оно дублирующее. оно не то, что дублирующее, я думаю, что это пятое колесо вообще в телеге. Ага. Зачем это нужно? Угу. Да еще и с привлечением 16-летних. А вот с этого момента поподробнее. В проекте закона указано, что в собраниях вот такого территориального самоуправления имеют право участвовать 16-летние. Но я все понимаю, они могут быть собственниками квартир, да, как мы говорим, собственниками имущества, но гражданское законодательство 16-летних полномочиями властными не наделяет. Каким образом они будут, а все-таки это же получается муниципальное управление, но это же власть, это же публичная власть, тогда каким образом 16-летние будут принимать участие, даже если они являются собственниками жилья, каким образом они будут принимать участие в таком самоуправлении? Вот именно, если они... То есть это противоречия какие-то внутренние, зачем? Я считаю, что это вообще лишнее. Отметать их тоже нельзя, наверное. 16-летних? Имеется в виду в плане того, что раз он собственник каким-то образом, скорее всего, папа, мама переписали. Есть ТСЖ, ради бога, я прекрасно понимаю, просто я не понимаю того момента, человек еще в жизни-то определиться не может. Да, тут уже... А тут уже решать вопросы. То есть можно стать царьком подъезда и в 16 лет. Можно, но вся проблематика будет заключаться в том, что только совершеннолетний гражданин Российской Федерации несет полную ответственность за то, что он натворил. Не натворил, за то, что он делает. Да. Как с 16-летнего можно спрашивать? Да, на самом деле, вы правы, Ирина Павловна. Слушайте, отвлечемся немножко от этого. Дальше пойдем потом по вопросам. Вот наша фракция, наша партия собирается, не бойкотировать, а вообще заявляет о том, что закон сырой. Вы согласны с этим, как специалист? Я не просто согласна с этим, вы знаете, при прочтении данного проекта у меня было такое ощущение, что этот проект писали прямо на коленках, да? Угу. Было такое ощущение, что Илья Муромец лежал 30 лет и 3 года на печке, да, и от нечем заняться, он начал писать проект муниципального управления. Шутки шутками. Дело в том, что здесь в проекте, я понимаю, что он будет еще меняться и доводиться до ума, я понимаю, но дело в том, что здесь иногда употребляются какие-то такие странные вещи, да, например, когда говорят о количестве депутатов в представительном органе, они об оплате, да, кому оплачивается деятельность депутатская. Они пишут, прямо я цитирую, они пишут, как правило, оплачивается 1% от состава. Да? То есть, если 10 депутатов, один имеет право получать заработную плату, то есть он становится освобожденным. Ладно, бог с ним, так и было в 131-м законе, но почему здесь написано «как правило»? Но это же бытовое выражение, да, то есть законы обычно такими фразами, не пишутся, обычно даются ссылки. Формулировки, конечно, определения. Поэтому такое ощущение, что оно написано, часть переписана со 131-го закона, а часть написана бытовым языком. Там нет вставок слов паразитов случайно. Я тогда не читала, но понимаете, при слове, как правило. Вы не в курсе, кто там его составил, этот проект? Единая Россия, как всегда, наша любимая. Во-первых, здесь у нас под документами есть подпись однозначно, и, как объяснили, инициатором являлась... Валентина Ивановна. Не Валентина Ивановна, будем так говорить, Совет Федерации, да? Конкретно здесь подписан господин Клишес. Понятно. У него очень много таких инициатив интересных, законодательных.
Понятно. Так, вернемся к нашему этому. И вот, 16-летние собственники жилья собираются, и там вроде бы 1/3 они проголосовать собрались вот и могут проголосовать, да? Есть такое, да, такое есть. Я вот просто, вот почему это продолжение нашего разговора, почему я не вижу смысла в данных вещах, да? Как можно принимать решение, неважно сколько это человек, да, 10, 20, 16, не 16-летний, неважно, но принимается решение положительное в случае, если проголосовало не менее 1/3. То есть получается кворум это Ну, вот мы 1/3, да. сидим, да. и один вот, из нас... Да, один из нас решил, и мы с тобой будем... Выполнять. Да, и мы с тобой будем выполнять. Вот, пожалуйста. Очень прикольно. Да. Да, глупости однозначно, с одной стороны. Ладно, ну вот, к примеру, давайте поговорим о сельском сходе. Мы же говорили как раз это. По-моему, подошло время. Сельский О сход, выборах, избирательной да. системе. Сход это мы говорим именно в тех районах, ну, насколько я понимаю. Вот опять возвращаясь к территории Якутии, да, мы знаем прекрасно, что у нас населенные пункты, особенно на севере, они разбросаны вот, ну, до сотни километров, да, может быть, даже и несколько сотен километров между населенными пунктами. И вот здесь закон не укладывается в отношении территорий. Здесь есть понятие, когда территориально объединяются муниципальные образования, но там должна сохраниться доступность между территориями. И я так понимаю, что вот раз мы заговорили про сход, вот останутся такие населенные пункты, которые не смогут относиться к каким-то городским округам, да, абсолютно, они стоят обособленно, скорее всего, у них будет, наверное, свой статус, да, ну, я не знаю, как уж там село можно назвать городским округом, но тем не менее, скорее всего, это свой статус, и вот там как раз будет сохраняться вот это понятие сход. Это вот в таких населенных пунктах мы говорим, там у нас не будет депутатского представительства, там у нас не будет, ну, возможно, будет глава. Вот это непонятно, какой у них будет статус, если они не присоединились, если они остались отдельно. Ну вот сход сохранится, глава, наверное, все-таки там должен быть, да? Ну, по логике вещей. Но здесь, в принципе, об этом ничего не говорится, потому что объединение, оно идет исходя из территории. Но учитывая то, что у нас плотность населения небольшая. Так это же не только у нас, это по всему русскому северу, и на Тайване. Да, ну вот я и говорю, но мы Камчатке. говорим вот непосредственно о Якутии, да? Ну да, это и на Камчатке действительно, и на Чукотке, и средняя полоса России тоже имеет такие территории. Возле Мурманска тоже самое. Да, поэтому мы говорим действительно больше о хорошей территории Российской Федерации. А по поводу избирательного права, ну, здесь у нас представительство депутатов уменьшается. Те муниципальные образования, которые будут иметь своих депутатов, оно у нас будет определяться по численности. Ну, в принципе, так же, как и в 131 законе, но только теперь представительство уменьшено. Если сегодня у нас в городской Якутской думе 30 депутатов, то в соответствии с этим проектом их будет 25. Вообще, в перспективе, вот, я не знаю, повлияет это или не повлияет, но если у нас станет, допустим, ну, как говорят сейчас, районов не будет. Будет муниципальное образование. Но сегодня рисуют перспективу, что все-таки муниципальные как бы районы останутся, их будет 36. Ну, дай бог, чтобы они все-таки оставили за собой такой статус. Но если их будет меньше, мы же понимаем, что тогда автоматически уменьшится количество депутатов в Ултумене. Правильно? Ну да, там... Там же нарезки точно такие же, как исходя из не представительств. Только, там еще и по численности. И по численности там есть, и от районов там есть, да? Там есть. Поэтому все может быть. Я не говорю, что там будет. А вот смотрите, это буквально... 10 лет назад, к примеру, была реформа полиции, насколько я помню, при Медведеве. На одну смену табличек потратили порядка миллиарда или 2 рублей, насколько я помню вот сейчас. То есть это сколько же табличек надо по одной республике поменять, если у нас 600 населенных пунктов? В какую копеечку это встанет? Я не берусь считать, сколько это будет. Я вам единственное вот могу показать выдержку. Экономической обоснованности. Да, экономической обоснованности. Там буквально в 3 строчках
сказано о том, что данный проект ни рубля не требует. То есть данная реформа ни единого рубля не Да требует. что вы говорите, не Да, может быть. да, Как да, это да. так? Это вот так. Ну, по поводу табличек, я не знаю, я не думаю, что в каждой деревне будут или в каждом селе будут менять таблички. Это ж не полиция. Ну, кто его знает. Вот Не, ну, термин кто его староста, знает, говорят, да. введят. Вот в следующем поговорим, потому что уже у нас, как в фильмах про войну, есть полицай, есть староста. Это что такое вообще начинается? Ну, на самом Нет, деле, давай его на самом деле, я не могу найти. А, На самом деле, понятие староста было в 131 законе. А теперь как Это так же, как понятие самообложения граждан. Мы о них никогда ничего не слышали, потому что их в уставы как бы не вносили однозначно. Ну, зачем нам староста, если у нас в каждом наследии есть глава, да, есть свои депутаты. А здесь вот как раз вот про такие села, как мы говорили, которые будут стоять отдельно, в которых не будет никакой власти, ни представительной, ни администрации. Вот там, скорее всего, и будут старосты. Кто такой староста? Ну, насколько я поняла из проекта данного закона, староста – это то самое лицо официальное, которое, кстати, статусом вообще никаким не обеспечено, официальное лицо, которое является как бы доводчиком информации от народа вот к тому главе муниципального образования, к которому они якобы относятся, и информацию от главы, да, своему народу. Сколько он будет ехать до главы, я не знаю. Слушайте, Ирина Павловна, подождите, давайте сейчас... То есть в ТОСе может быть староста? Там, кстати, вот это ничего не обозначено. Ну, наверное, скорее всего, он будет старостой. То есть 16 да. лет. Да. Я староста. И хожу вот к главе. С какого-то там... Ну, доносить свои общественного инициативы. самоуправления. Да. Здесь есть предусмотрены какие-то вот инициативы. И меня выбрала 1/3. Да, и вас выбрала 1/3, ну понятно. Ну, это все, это прям интересно. Да. Так, административно-территориальное деление. Ну вот мы уже упомянули, Ну, вот скорее всего, да, вот эти вот, ну возможно 36 вот эти вот как бы районов останутся, они будут называться муниципальными образованиями, вот они будут иметь своих глав, своих представительных органов, вот только они фактически будут обладать, поэтому и система называется одноуровневая, потому что вот этот уровень остается, а любых других уровней нет. Мы можем сказать, что это закономерный итог принятия поправок к Конституции. Вообще, если говорить по Конституции, там действительно вот в этой части по муниципальному управлению были изменения. Но они не такие дерзкие и резкие, да? Вот я не увидела, что там прямо надо привести в соответствие с Конституцией, что там вот об этом сказано, да? Я вот это вот, честно говоря, не увидела. Да, там есть какие-то кое-какие дополнения, но там не написано, что главу надо назначать, понимаете? Но нет, но все равно у нас самоуправление, если мы его называем самоуправлением, оно должно действительно являться управлением народа, который проживает на данной территории. Если мы говорим сегодня об этом проекте, то здесь вот интересный способ формирования главы вот этой должности. Каким образом сегодня гражданин Российской Федерации может стать главой вот этого муниципального образования? 3 способа. В 131 законе их было 2. Первый вариант стать главой – это было избрание народом непосредственно. Раз. Тогда, когда каждый проживающий на территории гражданин имел право проголосовать, отдать свой голос и выбрать главу района, там неважно, наслега и так далее. Второй вариант был, это тогда, когда представительный орган из своего состава выбирает главу. Ну, он был, но ни один на сегодняшний день, я не знаю, на территории Якутии ни одного устава, предусматривающего вот такой способ избрания главы, не было ни в одном уставе. Теперь предложили еще 3-й вариант избрания. Это тогда, когда глава субъекта, то есть непосредственно наш глава Республики Саха-Якутия, предоставляет не менее 2 кандидатур для того, чтобы депутаты представительного органа выбрали главу муниципального образования. Вопрос,
А кто еще имеет, кстати? Вот вопрос какой назревает. У нас в соответствии с Конституцией Российской Федерации голосование, основные принципы голосования, да, основные принципы выборов, это прямые выборы. Что значит прямые? Это тогда, когда избиратель непосредственно голосует за лицо, которое должно быть избрано на должность. Это прямые. Есть в классическом конституционном праве есть косвенные, постепенные выборы. В Америке как выбирают президента? Ну, у них выборщики еще. У них есть выборщики. Они по 2 человека от штата выбирают. И эти 2 от штата принимают решение. И там всего 2 партии, правильно? Вот это называется косвенные выборы. У нас в Конституции прописано прямые выборы. Теперь смотрите, что получается. Здесь получается, что глава республики дает 2 кандидатуры, не менее 2 кандидатур, то есть может дать и 3. И не люди, а депутаты. Это получается косвенные выборы. Понимаете? Это нарушение конституционной нормы раз. Во-вторых, мы с вами говорим сейчас о том, что у нас все-таки плюрализм, да? Все-таки у нас многопартийная система. Как вы думаете, глава республики из какой партии даст кандидатов? Ну, это, конечно. Значит, еще один принцип нарушается. Нарушается партийная составляющая, правильно? То есть, если мы сегодня говорим о партийном включении, да, в выборы, то получается, что на глав, в общем-то, это уже распространяться не будет. Интересно, уже на не самом будет. деле. А и больше никто не обладает правом выдвигать? Или еще кто-то? Почему? Нет. Глав. Это будет зависеть от того, в устав, какой способ, да, они выберут. Если они выберут прямой, да, будем предлагать, а если нет? Ну, понятно. Но у меня ощущение, что будет третий вариант. Каждый глава будет что-то под себя делать, естественно. Да. Потому что, судя по нынешним тенденциям, это, скажем так, независимые люди, которые продвигают свои взгляды, свое мнение, они власти не нужны, и легче назначить своего человека, который будет слепо выполнять то, что будет сказано сверху. И действительно, в последнее время вот такие ходят в интернете шутки, мемы, что действительно мы обрели Россию, которую мы потеряли, что там статусы такие непонятные какие-то уже у людей. И действительно, что-то напоминает кино про войну со старостами, полицаями, аусвайсами, кюарами, да, и поэтому... Не знаю, к чему мы идем, куда мы идем и нужна ли эта реформа вообще. Думаю, на этом мы будем закругляться. Может быть, коротко подытожите, Ирина Павловна, для наших подписчиков по закону. Стоит ли его доработать или убрать вообще, или же, скажем так? Я думаю, что выводы однозначно я сейчас делать не буду, потому что кроме политических, есть еще экономические, допустим, составляющие, да? Смотря как посмотреть на этот закон. Если мы говорим сегодня об экономической составляющей, да, очень многие жалуются о том, что люди, да, что они выдвигают своих депутатов, они ничего не делают, просто руки поднимают и принимают то, что им предлагается сверху. Да? С одной стороны, если мы из бюджета уберем выборы наследные, да, то получается, что мы очень хорошо сэкономим. С другой стороны, для кого мы это сэкономили, это уже другой вопрос. Да? Если говорить о политической составляющей, ребята, если делать закон, то его надо, я думаю, делать правильно. Иначе после принятия этого закона нам снова придется переделать Конституцию. И остальное законодательство. Соответственно. Да, поэтому противоречить самим себе не надо, а Конституция это не тот документ, который можно трогать тогда, когда тебе захотелось, да. Поэтому это очень серьезный вопрос. И насколько сегодня останутся люди обделенными, действительно, это ладно, вот мы городское население, да, мы здесь как-то можем сами за себя постоять. У нас здесь мы побежали ножками, добежали до департамента, добежали до министерства, пожаловались, добежали подождали чуть-чуть, записались на прием в администрацию главы, да, и так далее, и так далее, и так далее. А что делать людям, которые действительно сегодня один на один останутся с дикой природой, да, с нашими минус 50,
с ветхой школой, да, какой, если она вообще есть, да, Ну, кстати, с да. отсутствием больницы, которой нет, да, с одним полицейским или как там участковым, да, который будет обслуживать там сотни километров. То есть, в принципе, вот я тоже думала уже об этом. Вот у нас все законодательство, когда принимается, люди не хотят обсуждать вот эти вещи. Почему? Потому что, ну, чисто психологически нам все кажется, что меня лично это не тронет. Сегодня вот этот закон, если он будет принят, этот проект, вот здесь мы уже говорим о том, что наконец-то дошли до каждого. Вот теперь каждый просто должен подумать о своей судьбе, как вы будете жить, с кем вы будете жить, куда вы отправите своих детей и сможете ли вы уехать оттуда, да, где вас бросят, в принципе, закроют со старостой, да, один на один, который даже донести информацию не Которому может. 16 Да, да. И поэтому что будет происходить с вами? Если сегодня худо-бедно, но все равно каким-то образом, да, все еще поддерживается, хотя я не говорю, что это уровень такой, который должен быть, нет, то завтра могут просто забыть про определенные населенные пункты, и люди будут просто вымирать. Еще кто-то, если, может быть, хочет и имеет возможность, может, еще кто-то и переедет, а кто не имеет такой возможности. Если люди переедут, это населенные пункты и так вымирают. Да, вымирают. Это вот будет способствовать как раз Вымирают, именно этому, да. Потому что опустошению неизвестно, да, территорий, действительно, да. что будет там с обслуживающими службами и прочее. Конечно. Спасибо, Ирина Павловна, Не за обстоятельную беседу. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.